Здравствуйте, уважаемые наши слушатели, уважаемые наши читатели. Добро пожаловать в наш прямой эфир. Сегодня чуть-чуть с задержками я начал, потому что в связи с тем, что нахожусь в Стамбуле и очень много бизнес-встреч один за других. После наших курсов, я имею в виду, каждый день провожу в этом зале. Видите, огромное количество тут приходит, здесь достаточно людей. Я имею в виду, здесь по систематизации бизнеса в данный момент достаточно количество людей учатся, бизнесмены с Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и еще из Украины, из разных стран, в общем, достаточно тут люди приезжают на учебу. Поэтому я иногда, в связи с тем, что еще у меня есть индивидуальные мои ученики, которые учатся, поэтому я чуть-чуть задержался в связи с этими бизнес-встречах. Чуть поздно начал, но все равно буду провести сегодняшние наши встречи. Сегодняшней нашей встрече я буду говорить, чем опасна финансовая безграмотность. Чем опасна финансовая безграмотность. Давайте комментарии пока буду отключить, чтобы мы могли хорошо провести встречу, а потом я буду включить его, чтобы вы могли задавать свои вопросы, чтобы вместе мы могли бы на сегодняшний вечер провести продуктивно и эффективно. Я очень много обучаю о деньгах, очень много говорю о бизнесе и так далее. Протяжение уже за эти годы, 22 года, как бизнес-тренера, как наставник, обучал огромное количество людей. И это моя сильная сторона, благодаря чего я могу принести больше пользы этому миру. Возможно, есть даже среди вас люди, которые побывали в наши тренинги, почитали какие-то наши книги и уже имеют определенные свои результаты. Или вы знаете людей, которые благодаря нашим семинарам и тренингам что-то добились. Вот. Давайте начнем сначала, стоит ли учиться о деньгах. Давайте начнем об этом говорить, тогда мы поймем, какая, можно сказать, опасность ожидает того, кто не учится о них. Я привожу такой аналогию, такой пример. Попробуйте, да, пожалуйста, вникать в этом пример. Например, представьте, что мы живем в том мире, где вы не умеете писать, читать. Ну, представьте, если вы жили бы 500 лет назад, скорее всего, большинство, скажем, количество населения, они не могли писать, читать. Огромное количество людей не могли писать, читать, они были безграмотны. То есть получается, что большое количество людей, у них не было знаний, они не могли писать, читать и так далее. И это к чему привело? И к чему это привело? Поэтому цивилизация, она медленно двигалась. Например, на земном шаре, если посмотреть историю, я где-то прочитал, вот, что человечество живет то есть вообще жизнь существует на Земле 4 миллиарда. 2 миллиарда из них уже есть какие-то научные доказательства, что человечество живет уже. Но мы знаем хорошо, последние несколько тысячелетий знаем, да, более ярко, более понятно и так далее. Но давайте теперь посмотреть. Давайте посмотреть. Если несколько тысячелетий даже люди жили, или миллионы лет, если люди жили, но мы знаем, что как человек, как реально, как человек, хорошей жизни, за последние 100 лет или 200 лет люди начали жить хорошо, за последние 100 или 200 лет. Благодаря чего за последние 200 лет люди начали жить лучше? Благодаря чего? За последние 150-200 лет людям удалось, посмотрите, вы сами свидетели, что появилась такая технология, сотовые телефоны, люди до космоса добрались и так далее, и так далее, и так далее. И я считаю, что вот это все, то, что происходит у нас, это все благодаря, однозначно, это все то, что сейчас происходит, это все благодаря средней школе. Средняя школа изменил общество. Как он изменил? То есть массовый народ научил писать, читать. Поэтому за последние 200 лет жизнь кардинально развивалась по сравнению миллионы лет. Потому что средняя школа, огромное количество людей просто научили писать, читать. А когда люди научились писать, читать, они начали учить труды предыдущих поколений. И благодаря тому, что средняя школа научила многим людям писать, читать, людям удалось сохранить знания для будущего поколения, сохранить свой опыт для будущего поколения. Я считаю, что самое лучшее изобретение человечества – это письменность.
Вот эта письменность изменила все. Теперь давайте подумаем. Подумаем, что если за последние 150-200 лет такой цивилизация, такой рост, такое изменение, благодаря тому, что люди стали образованнее. Теперь давайте посмотрим. Представьте на минуту, что будет, если массовый народ научится финансовой грамотности. Просто представьте. Просто представьте, представьте, как люди умеют писать, читать, если так все люди могли знать, как управлять деньгами. Теперь внимание. Давайте я объясню причину, почему необходимо, чтобы массовый народ знал об этом. Раньше люди были убеждены, что, например, в деньгах знать не обязательно и так далее. Только некоторые люди знали о деньгах, и небольшое количество людей всегда были в любое общество в богате. Остальные массовый народ, это просто массовый народ, прямо как серая масса, жили еле, конца с концами свели, у них на одного хватает, на другого не хватает, на одного там получается, на другого не получается. Вот такая картина. И я мечтаю о тот день и вижу в то будущее такое, что если массовый народ научить писать, читать, то есть если средняя школа массовый народ научили писать, читать, и массовый народ научились этого, значит массовый народ можно обучать финансовой грамотности. Почему? Например, вы можете представить будущее своего ребенка, если он не умеет писать, читать? Вы можете его в цивилизованном мире представление имеете, что как будто современный человек не умеет писать, читать? Это же нереально представить. Точно так же в будущем невозможно представить ребенка, который, то есть человека невозможно представить, который не умеет знания о деньгах. Потому что за все надо платить. Жизнь стала другой. Неважно, вы хороший человек, плохой человек, духовный человек, обычный человек, не знаю, атеист, там, не знаю, кто вы, не имеет значения. За все надо платить. И если вы хороший человек, вам будет еще труднее, если не умеете зарабатывать достаточно. Давайте подумаем. Почему надо учиться о деньгах? Я расскажу, а потом придем, что грозит человеку, если там у него недостаточно знания о деньгах. Я всегда объясняю 6 причин, почему надо учиться о деньгах. Первое. Если мы должны понимать, что доход нестабильный, а расходы постоянные. Расходы стабильные. Нравится это или нет? Никому не интересует, вы работу нашли или нет. Никому не интересует, у вас получается или нет. Хочешь жить, надо платить. За еду платить, за дорогу платить, за образование платить, за все платить. Доход нестабильный, понимаете? Может быть, здоровье тебе не позволяет, может быть, что-то, возраст тебе не позволяет, но расходы все равно есть. Это первая причина. Второе. Человек 8 часов зарабатывает, 24 часа расходует. Вы знаете, меня что удивляет? Оказывается, огромное количество людей об этом никогда не думают. Массовый народ об этом никогда не думает. Могут 60 лет ходить на работу, но ни разу не задуматься об этом. 24 часа. А расходы у вас постоянные. А доход всего 8 часов. Вы зарабатываете 8 часов, когда работаете на зарплату, но расходуете 24 часа. Когда вы спите, отопление идет. Дети растут, одежда не помешается, инфляция идет, годы идут и так далее, и так далее. Поэтому расходы всегда 24 часа. Третье. С каждым годом жизнь подорожает. Что это означает? Это означает, что то, что купили бы за $100 в 2010 году, сейчас это невозможно купить. То, что вы могли купить за $100 в 2000 году, однозначно сейчас не можете купить. Жизнь будет еще дороже. Вам это нравится или нет, это факт. Четвертое. Старость когда-нибудь придет. Если дай Аллах, дай Бог, чтобы мы дожили с вами, но старость когда-нибудь все равно придет. От него не сбежать. Очень плохо, если к старости мы не готовы. Если человек не готов к этому, соответственно, ему будет тяжелее старость. Очень жаль. Очень жаль. Знаете, как больно, когда ты в конечном пути, ты в трудностях. Это больно, когда ты в конечном пути, ты должен нормально жить. Ты заслуживаешь лучшей жизни. А если в конце пути ты в нуле, это очень опасно.
Очень опасно. Пятое. С каждым годом количество людей, которые имеют долги, кредиты, их становится больше. Вокруг нас, это мы видим с вами. Происходит массовое рабствование через кредитах. Прямо массовое рабствование. Через кредитах, банковских карточках, через потребительских кредитах и так далее, и так далее. Люди берут долги, которые абсолютно не нужны. Они этим своей будут. Придется это делать. Иногда порой. Почему? Потому что вы знаете как? Они смотрят у родственника или соседа, ребенок учится, скажем, в лучшей школе. Или у брата, или кого-то видит, что у него лучшее качество жизни. Люди не хотят просто быть хуже других, и они пойдут, берут кредиты, долги. Чтобы просто жить, казаться успешным, казаться лучшим и так далее. Это факт. Мы видим это каждый день. Просто анализируйте прошлое. Посмотрите в 90-х годах или в 2000-х годах. Тогда люди вокруг вас имели большее количество людей имели кредиты, долги. Или сейчас. И вы сразу поймете, огромное количество людей сейчас имеют кредиты, долги. Я когда-то вопрос даю аудитории, сколько процент людей вокруг вас имеют долги, кредиты, обычно люди говорят, кто-то говорит 90%, кто-то говорит 60%. Но я ни разу не слышал, чтобы кто-то сказал меньше 50%. Ни разу не слышал. Обычно говорят 50, 60, 70, 80 и так далее, и так далее. Кто-то 95% и так далее. Вот, шестой причина. Шестой. Знания, которые люди владеют, эти знания очень быстро устаревают. Они становятся неактуальными. Ты учишься одно, тут же происходит что-то новое. То, что ты учился год назад, становится неактуальным. Вы внимание обратите. Я не знаю вас, я то, что учусь, каждый год учусь. И смотрю, то, что учился 2 года назад, учился то, что 3 года назад. Она уже менее актуальной становится. Инструмент уже не работает. То, что работал 2 года назад, 3 года назад. Я прихожу к пониманию, что беспрерывная учеба на длительный период, длиной всю жизнь. И это единственный путь добиться серьезных результатов. Получается, что всю жизнь оставаться учеником. Это очень важно. Вот. И следующая важная вещь. Очень-очень следующая важная вещь. Либо знания, которые люди владеют, они уже деньги не приносят. Знания есть, но он не приносит доход. Они не влияют на твой доход. Поэтому это все, когда вы осознаешь человек, начинает понимать, в реальности мире, в этом мире, в котором мы живем с вами, мы хотим, не хотим, независимо от того, мы духовные или кто бы мы ни были, независимо от того, что мы в каком возрасте не были, знание о деньгах становится необходимым. Я не знаю других, я своих собственных детей обучаю именно, как ты умеешь писать, читать, точно так же ты обязан научиться знанию о деньгах. Ты должен за пределы школьного образования еще владеть несколько видов интеллекта. Академический интеллект школа обучает. Но кроме него есть много других видов интеллекта, которые в них ты должен самостоятельно стремиться их усваивать. Академический интеллект школа дает. Финансовый интеллект, духовный интеллект, эмоциональный интеллект, физический интеллект. Эти вещи ты сам должен развивать в себе. Если ты сам не развиваешь, дело не пойдет. Академический интеллект школа дает. А все остальное самостоятельно надо развивать. Если вы самостоятельно не развиваете остальное, дело не пойдет. Духовный интеллект, она формирует в вас внутреннюю стойкость, чтобы вы могли преодолеть любые трудности, сложности. Финансовый интеллект позволяет вам, чтобы вы не нуждались в деньгах. Как бы люди меня не убедили, что в бедности есть что-то духовности, в бедности есть чего-то доброта, в бедности есть что-то крутое. Я хочу вам сказать, бедность никогда не заменит место богатства. Никогда. Как бы вы меня хвалили, вы не можете меня этим убедить.
Люди, которые считают, что как будто в бедности больше счастья, я могу вам сказать так. Деньги позволят вам реализовать себя намного быстрее. Если вы добрый человек, деньги позволят вам еще больше делать доброта. Если вы понимаете, о чем сейчас идет речь? Если вы духовный человек, деньги позволят вам тысячекратно, стократно, еще больше делать хорошего. Поэтому это очень необходимо понять. Очень-очень необходимо понять. Что, например, если вы человек, который много делает благотворительности, когда у вас будут деньги, у вас шансы приумножаются многократно. Если вы человек, который, скажем, создает рабочие места, когда у вас будут деньги, у вас шансы появятся многократно. Очень много. Так что, когда кто-то говорит о том, что якобы деньги это, скажем, то есть якобы бедность занимает место богатства, я этому не верю, потому что этот человек никогда не был богатым, поэтому у него такое понятие и поэтому такое мышление. Давай ускорь, пожалуйста, тот отключился ноутбук. Внимание обратите, что я хотел сказать этим? Я хотел сказать, чтобы вы не поддавались мыслью о том, что как будто бедность занимает место богатства. Так не бывало во всех веков и не будет и дальше. Никогда не верьте этому. Ну, это неправда и нереально. Мы это знаем, что это нереально. Поэтому лучше, если у вас есть возможность, если у вас есть шанс, если у вас есть возможность быть богатым, пожалуйста, работайте над тем, чтобы быть этим. Работайте над этим. Старайтесь. Вот. Теперь, финансовый интеллект позволяет вам это. Эмоциональный интеллект позволяет вам жить счастливыми, вдохновленными, умение вдохновлять, умение донести, умение, знаете как, жить той жизнью, которой вы мечтаете. Все это взаимосвязано. Абсолютно все взаимосвязано. Вот. Поэтому академический интеллект только школа помогает. А все остальное человек сам должен стремиться развивать. Он сам должен бороться за остальное. Поэтому без знания о деньгах невозможно построить будущее. Я сейчас буду задавать 4 вопроса. Хотите проверить свой финансовый интеллект? Я задам вопрос, и вы попробуйте, пожалуйста, писать. Например, из того, что вы заработали за всю свою жизнь, из того, что вы заработали всю свою жизнь, сколько из этих денег в данный момент приносит вам доход? Пожалуйста, вникайте на вопрос. Вы же работаете, вы же заработали, вы же свои заработанные деньги что-то же покупаете, либо куда-то вкладываете, что-то делаете, правильно? Что-то приобретаете, правильно? Из все то, что вы делали, из все то, что вкладывали, что из этих вещей приносит вам доход? Что на данном этапе из этих вещей приносит вам доход? Вот это показатель вашей финансовой грамотности. Это первый тест. Вы же не бездельничали, вы же работали, что-то же делали. Это первый показатель. А вы знаете, огромное количество людей ничего им не приносит доход. Это правда. Ничего им не принесет доход. Это о чем говорит? Это говорит о том, что вы видели своим глазам, как год за годом жизнь подорожала. Вы жили этими проблемами, вы это видели, испытали. Но поскольку финансового интеллекта не хватало,
вы ничего не сделали для того, чтобы из того, то, что заработали, что-то принес вам доход. Второй вопрос задам. То, что год назад вы имели в руках, какая-то сумма, может быть $1000, может быть 2, я не знаю, сколько. То, что вы имели год назад в руках, и тот капитал, который вы имели в руках год назад, смогли ли вы этот капитал сохранить спустя год? Вникайте. Смогли ли вы сохранить из того, то, что год назад, то, что у вас было в руках? Смогли ли вы хранить то, что у вас было в руках, ваш капитал? Если вы год назад имели в руках $2000 или $5000, и вам удалось хотя бы эту сумму сохранить до сегодня, я скажу вам, что это уже хоть что-то. Но если нет, это явный показатель нехватки финансового интеллекта. Огромное количество людей это не умеет делать. Огромное количество людей. Третий вопрос. То, что вы приобретаете для себя, то, что вы покупаете для себя, не знаю, это дом, машина и так далее, что вы хотите. То, что вы приобретаете для себя, насколько они являются ликвидным? То, что вы пользуетесь для себя. Это третий вопрос. Показатель финансовой грамотности человека. Насколько они являются ликвидным? Слово ликвидным, что это такое? Слово ликвидный это означает, что любой момент, когда тебе нужен, ты можешь его превращать в наличности, если это тебе нужен. Вот. Если это тебе необходим, если это тебе нужен, ты можешь в любой момент это превращать в, скажем, ликвидность. То есть обналичивать. Четвертый вопрос. Каждый год, год за годом, происходит ли у вас рост, капитализация или не происходит? Если год за годом происходит рост, капитализация у вас, это показатель, что у вас есть финансовая грамотность. Я задавал 4 вопроса, которые вы можете себе проверить. Напишите их где-нибудь, анализируйте и делайте выводы. Уловили? Делайте анализ и делайте выводы. Первый был такой. Из того, то, что ты заработал всю свою жизнь, что из них приносит тебе доход? Ну ведь ты же куда-то их либо вложил или что-то приобрел. Что-то же делал ты с этими деньгами. Второй. Смог ли ты сохранить то, что у тебя было год назад? А если 5 лет назад, вообще круто. Третий. То, что ты приобретаешь для своих собственных пользований. Насколько это все ликвидно? Четвертый. Есть ли у тебя рост, капитализация каждый год? Если эти вещи нету, это показатель, что финансовой грамотности не хватает. Не хватает финансового интеллекта. И хочу вам сказать так. Не беда. Если до сегодняшнего дня вы это не делали,
Это тоже не самое плохое. Очень плохо, если вы будете продолжать так и не делать. Вот это очень плохо. Очень плохо, если вы будете продолжать делать, вести образ жизни, не думая о старости и не думая о будущем. Уловили? Это очень плохо. Человек, который, знаете, в одном своем книге «Талисман победителя» я написал такую фразу. Тот, кто не планирует свое будущее, должен смириться с тем, что за него будут планировать другие. Тот человек, который не планирует свое будущее, должен смириться с тем, что за него точно будут планировать другие. И ему придется свои прекрасные молодые годы, самые хорошие годы своей жизни потратить, чтобы реализовать чужие мечты. И это неизбежно. Поэтому, если до сегодняшнего дня вы что-то не сделали, ничего страшного. Ничего страшного, если до сегодня вы не делали. Но плохо, если вы продолжаете так. Если вы мне говорите, что у меня не получается, у меня большие расходы и так далее, я это много раз слышал. За 22 года очень много раз слышал. Очень много раз слышал, когда люди оправдывались, они говорили, почему им сложно, почему им трудно, почему они не могут. Они говорили, что жизнь дорого, доход маленький, налоги большие, то 50 мало платить и так далее. Дорогие мои, возможно, это дает вам ощущение, что вы правы. Возможно, это вам дает ощущение, что вы говорите правду. Но только скажите мне, пожалуйста, ваша правда кому нужна? Это дает вам ощущение, что вы правы, но не изменит вашу реальность. Понимаете? Это дает вам ощущение, что вы правы, и все. Больше ничего. Улавливайте. Получается такая картина. Ощущение, что быть правы, не изменит качество вашей жизни. Мой цель этих выступлений, это не то, что кого-то из вас убеждать. Нет. Мой цель достучаться до тех людей, которые действительно поняли и хотят реально изменить свое будущее. Если кто-то из этой встречи пойдет и начнет по-другому делать, соответственно, я считаю, что свою миссию я выполнил. Река течет, потому что это ее природа. Река течет не потому, что кто-то умрет от жажды. Река течет, потому что это ее природа. Кто-то пьет, кто-то нет, а река продолжает течь. Поэтому за годы своей жизни я огромное количество людьми встречался, разными. Мы говорили об этом истине, мы продолжаем говорить, мы выполняем свою миссию. А кто имеет брать, возьмет и практикует, использует. А кто нет, это его выбор. Поэтому цель моего выступления сегодняшнего, это не то, что кого-то из вас убеждать. Потому что, если вы хотите изменить свою реальность, я имею в виду реальность в деньгах легко. Легко можно измерять в деньгах. Если вы хотите изменить свое финансовое положение, потому что финансовое положение влияет на качество вашей жизни. Если вы действительно решили изменить качество своей жизни, тогда вам надо повлиять на свой финансовый интеллект. А чтобы повлиять на свой финансовый интеллект, нужно поменять свои поступки, чтобы результат поменялся. А чтобы повлиять на свои поступки, нужно изменить свои убеждения. Внимание обратите. Меняя свои собственные убеждения, вы повлияете на свой финансовый интеллект.
А это повлияет на ваши поступки. В итоге это все вместе повлияет на ваш результат. Уловили? Вот это все объединяя, вы достигаете тот цель, который вы хотите. Вот и все. Поэтому, вот, финансовая безграмотность – это основа многих-многих проблем. Уловили? Вот. Теперь я готов ответить на несколько вопросов. Как менять мышление? Клара спрашивает, как менять мышление? Чтобы менять мышление, самая первая вещь, меняйте среду. Среда, в которой вы живете, именно она меняет вас. Если вы жили среди определенного количества людей, где, например, скажем, много-много бедных и так далее, соответственно, тяжело вам. Очень-очень будет тяжело прийти на новый уровень. Фундамент, как легко изменить мышление, просто идите, пожалуйста, начните жить, меняйте свое окружение, просто живите в другой среде. Я менял свою жизнь, потому что менял свою среду. Огромное количество азиатов приехали в Россию. Гастарбайтеры, как я. Я когда первые полгода работал на рынке, я понял, что я не хочу с такой будущей. Я менял свою среду, поэтому я быстро вырос. И до сих пор, когда я еду к себе домой, и то, что я говорю, и так далее, огромное количество людей еще до этого уровня не пришли. Время надо для них. Поэтому часть людей, которые у них хватает, скажем, дальновидность, понимает, что я говорю, а часть людей не понимает. Потому что среда такая. Среда такая. Время нужно для некоторых людей. Помните, речку невозможно толкать, чтобы она текла быстрее. Я повторяю, вот река течет, вы не можете толкать речку, чтобы она текла быстрее. Для некоторых людей время нужно. Для некоторых общества время нужно. Хотите менять свое мышление в лучшую сторону? Сами правильная вещь. Меняйте свою среду. Вы быстро меняетесь. Вы быстро растетесь. Вот так растете. Уважаемый наставник, как можно поменять свое окружение? Очень просто. Посмотрите, такая интересная вещь. Просто у вас подсознательно сидит ощущение, что если менять свое окружение, как будто это предательство. Некоторые мне говорят, наставник, это что, отказаться от своих друзей? Отказаться от своих родственников? Или как мне быть? Они так думают. Они думают, что когда мы говорим менять свою среду, якобы это надо прийти к друзьям и сказать, больше не позвони ко мне. Да нет, это не так. Люди думают, что как будто это как-то нечеловечно, как-то это высокомерно. Нет, вы ошибаетесь, ребята. Вы глубоко ошибаетесь. Почему? Давайте я приведу пример. Когда-то вы ходили в детский сад, потом пришли в среднюю школу. Когда вы пришли в среднюю школу, соответственно, те люди, которые с вами были в детском саду, не все они ходили к вам в эту школу. А когда закончили среднюю школу, вы пришли в вуз. Не все люди, которые, скажем, ходили с вами в тот школу, пошли с вами в тот вуз. Там были другие люди, другое окружение. Однозначно было другое окружение. Но это разве показатель, что вы, предатель? Нет, это показатель, что вы повзрослели. Вот это социальная, можно сказать, иерархия, она общество создала. Детский сад, средняя школа, вуз и так далее. После того, когда вы устроитесь на работу, дальше вы должны сознательно менять свою среду. Сознательно. После средней школы я это делал 10 раз. Сознательно. И сейчас, в данный момент, нахожусь на пороге, когда прийти опять на новую среду. Я сейчас это делаю. Потому что без этого никак.
Если вы общаетесь, сами подумайте, если вы общаетесь с спортсменами, рано или поздно вы начнете заниматься спортом. Если вы общаетесь с, так можно сказать, религиозным человеком, рано или поздно начнете интересовать религией. Если вы общаетесь с бизнесменом, рано или поздно начнете заниматься бизнесом. Если вы общаетесь с миллионерами, когда-нибудь станете миллионерами. Это так. Просто начните с этого. Когда вы начнете понимать, в моем книге «Стратегия мышления богатых и бедных» я написал так: к чему ты прикасаешься, тот прикасается к тебе. Внимание! К чему мы прикасаемся, тот прикасается к нам. А вот к чему мы чаще прикасаемся, мы этим становимся. Понимаете? Если ты часто мука таскаешь туда-сюда, руки у тебя, одежда станет белее. Если ты мед таскаешь, станешь липкий. Если ты масло таскаешь, станешь жирный. Точно так же. Если вы часто будете миллионерами общаться, когда-нибудь станете миллионером. Учитель, никакой миллионер не будет говорить с бедным. Это неправда. Есть хороший способ, как общаться с миллионерами. Я скажу как. Будь для них полезным. Это самый лучший способ, как общаться с успешным человеком. Помните, успешные люди будут с вами разговаривать, когда вы полезны для них. Все, будь полезным. И однозначно ты будешь общаться с ними. Однозначно. Кто-то мне пишет: Индин, что вы намаз 5 раз читаете? Я читаю намаз. Когда мне 8 лет мама отдала наставнику, где-то с 9 лет. Я живу с этим. Спасибо. Здравствуйте, вы в этом году в Кыргызстан приедете? Ну, когда граница откроется, с радостью приеду. Обязательно приеду. Как открывается? Готов еще несколько вопросов ответить? Поэтому начните, пожалуйста, развивать свой финансовый интеллект. Как масштабировать мышление? Общайся с тем человеком, который 10-кратно более успешный, чем ты в том сфере, где ты хочешь. И легко ты начнешь мыслить по-крупному. Мышление делится на 3 параметрах. Мышление держит на 3 параметрах. Это первый, есть ширина вашего мышления. Когда вы умеете видеть много вариантов. Когда вы найдете кучу вариантов решения задач. Есть люди, которые видят проблему, видят, как его решать. А есть люди, которые они не понимают и не видят его. Это широта вашего мышления. Вы всегда, у вас хватает видений, несколько попыток делать, много попытки делать. Потому что мозг ваш видит разные варианты. Понимаете? И есть еще дальновидность, когда вы видите далеко. Человек, который дальновидность, это другая категория его мышления. Он дальновидный. Он планирует на 5 лет, на 7 лет, на 10 лет, на 20 лет. Это дальновидные люди это делают. И 3 параметр, это, скажем, масштаб вашего мышления. Это, говорят, он мыслит по-крупному. Есть люди, которые мыслят в рамках $200, а есть люди, которые мыслят в рамках $1 000 000. Например, человек, который зарабатывает зарплата $500. Простой пример. Человек работает на зарплату $500. $500 на зарплату. Если этого человека, если он остался без работы, на какую сумму он работу ищет? Обратно он ищет на эту сумму. Потому что у него масштаб мышления такой. Понимаете? Он мыслит в рамках $500. Поэтому он опять идет искать именно такого. Именно на эту сумму ищет. Вот. Как выбрать продукт? Кто-то задавал такой вопрос. Как выбрать продукт? Если вы занимаетесь бизнесом, вы думаете, как выбрать продукт. Есть несколько формул. Есть несколько формул, которые очень сильно помогают, как выбрать продукт. Первое. Мой совет. Займитесь продуктом, который часто заканчивается. То есть, он намного быстро заканчивается. Вот видите, это часто заканчивается, люди быстро покупают его. Первое.
Займитесь продуктом, который часто заканчивается. Второе. Выбирайте продукт, который легко по карману народу. Если вы хотите быстрее подниматься, легко по карману. Это что означает? Это означает, что он долго не думает, его купить или не купить. Он ему намного легко по карману. Мимо пройдя, сразу могут купить, уйти. Это второй показатель. Третий. Если вы выбираете по такие показатели, которые я рассказываю, вам легче будет привлечь клиента и удержать его на долговременной основе. Это очень важно. Третий. Выбирайте продукт, который массово народу можете продать. Массово народу. То есть многим людям он нужен или нравится. Тогда вы меньше будете уязвимы от кризисов, инфляциях и так далее. Четвертое. Выберите продукт, который подходит многим менталитетам и подходит и в районах можешь продать, и в селе, и в городе. Тогда ты будешь более успешный. Понимаете? Да, намного будешь больше успешными. Поэтому, когда вы выбираете продукт, посмотрите на это. Но посмотрите, чтобы товарозаменители быстро не заменяли этот продукт. Есть понятие товарозаменители. Если этот продукт быстро можно заменить чем-то, однозначно быстро появятся товарозаменители. А если товарозаменители существуют для этого продукта, тогда вы должны быть тот, кто замену этого тоже предлагает. Предлагая этот продукт, его товарозаменитель тоже предлагает. Тогда кому-то нравится это, кому-то нравится это. Посмотрите, кто-то продает, вот хозяин Сникерс продает и Сникерс, и Марс. Или порошок Орели тает. Понимаете? Кому-то нравится это, кому-то нравится это. И в целом-то деньги попадают в твой карман. В общем, еще много формулы, огромное количество формулы. Вот кто-то говорит, лампочка, знает. Да, можно. Вот, попробуйте. Хоть лампочка, хоть что угодно. Самое важное, никогда. Меня люди часто спрашивают, как мне выбрать направление или что-то и так далее. Помните, займитесь то, что важно для вас, ценно для вас. Нельзя тратить жизнь просто на пустую. Жизнь это подарок. Не тратьте его просто так. Она должна быть важна для вас. Второе, полезна для окружения. Она реально должна быть полезной. Она реально, продукт, который вы предлагаете, реально должно помогать другим людям. Реально должно менять этот мир к лучшую сторону. Только тогда вам удастся создавать рынок и удержать потребителя на длительный период. Все, что построено на духовных ценностях, фундамент духовности, он будет жить. Несмотря на то, что сколько бы люди, что ни говорили вам, конкуренции, инфляции, кризисы, вы будете жить. Вы будете продолжать жить. Если вы построите свою деятельность на, можно сказать, крепкие ценности, именно ценности, вы будете очень долго жить. Ваша деятельность будет жить. Потому что, если вы занимаетесь то, что полезно для окружения, это всегда будут долговременно жить. Будут ошибки, будут конкуренция, будут трудности, будут люди, которые будут критиковать вас. Ну что? Люди, которые даже Бога не верят. Не то, что вам. Есть такие люди, которые они во всем недовольны. Вы не должны пытаться всем нравиться. Просто идите дальше. Вот и все. Одной из философий своей жизни я сделал такую вещь. Живи по философии Земли. Земля, она спокойная.
Живи, воспитай в себе философию Земли. Надо воспитать в себе его. Как? Посмотрите, Земля. Люди плюнут туда. Люди иногда все грязь бросают туда, мусор бросают туда. Но оттуда всегда растут цветы. Понимаете? Вы понимаете, что такое? Важно не то, что происходит вокруг, а важно, что от вас исходит. Важно именно, что вы даете. Важно, что вы делаете. Вот это важнее. Не важно, что происходит вокруг. Вот. Люди бросают туда все плохое, да? Иногда ходят туда. А от земли выходит всегда хорошее. Я учусь от природы. Потому что Господь создал его примером. В одном сура Тавсир Корана прочитал, что там было написано: «Мы этот мир создали для вас примером». Я думал, на все мои вопросы есть ответ в этом мире. Нужно просто открыть глаза, посмотреть, быть внимательным, наблюдательным. Ответ точность. И во многом это мне помогает. Кто-то меня спрашивает, программа Чашме Эмет. Скоро март месяц, может быть в конце февраля, может быть в начале марта, на таджикском языке программа Чашме Эмет заново начинает, ребята. Он будет очень крутой, так что смотрите. В канале само Таджикистане. Вот. Это для тех ребят, которые на таджикском пишите мне, что там с программой Чашме Эмет. Большое спасибо, ребята. Очень рад был с вами увидеться. Обнимаю вас. До новой встречи. До новой встречи. Когда скоро будут по поводу фильма, будут примеры в интернете, пожалуйста, посмотрите, расскажите своим друзьям, знакомым, потому что этот фильм того стоит. Он помогает миллионам людям. Распространяйте его максимум. Пусть это принесет пользу кому-то в этом мире. До новой встречи. Всего доброго. Успехов вам.